Как ручку не заживать? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправил, сущего о гробе живот даровал, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери и святых мучеников, младенцев Вифлеемских, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, впервые в жизни стою и молюсь вот так в храме. За все годы ни разу такого не было, когда мы... И спасибо тем, кто это придумал, а это наша молодежь. Самое удивительное, что это наша молодежь, которая не дошла до этого, до чего доходило наше поколение. И они нас призвали сегодня собраться здесь. В последний день, когда мы празднуем Пасху, похристосоваться, накануне праздника, великого праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, который чудным образом в этом году совпал с Днем защиты детей. Мы, конечно, все родители, кто здесь стоит, могут меня поддержать, мы, конечно, готовы все отдать за своих детей, которых мы воспитали, которые среди нас, которые живут с нами. Мы готовы с ним поделиться последним. Но ведь и мы хорошо помним и должны это всегда знать, что мы можем воздать тем, которых не родили, которых прервали беременность или предохранялись, не допускали никаким образом, чтобы они увидели свет Божий. А жизнь эта дана была Богом, а мы воспрепятствовали. Чем мы отличаемся от этого Ирода, который послал в Вифлеем войска, чтобы избить этих безвинных младенцев? Ничем. И чем мы можем искупить свою вину? Только молитвой. Только я знаю, что многие живущие, кто виноват в этом и ощущают этот грех, они себя казнят, винят и так далее, и так далее. Но вот где мы можем замолить этот грех? В храме. И этому подтверждение слова святителя Алексея, которого мы вот тоже будем послезавтра праздновать в этот день.
1 июня, ему память, у нас храм в городе святителя Алексея, а он всегда говорил, нельзя дом согреть без огня, одним дымом дом не согреешь. Вот так и без молитва Господу никогда не дойдет, если она не в храме. Вот что такое храм и почему мы вас сегодня здесь и собрали. Собрали для того, чтобы наша общая молитва, наше общее покаяние отсюда вознеслось к Господу. Господу славы, где эти вифлеемские младенцы, которые молятся за наш с вами грех, за наше с вами убийство. И сегодня впервые вот эта молодежь придумала, молодежь, спасибо им, они так на выдумку хитры, да, они придумали зажечь свечу, чтобы не просто помолились и разошлись, а еще и оставили на всю ночь. Эти свечи, которые вы держите, они 12 часов, а у кого и большие, так они 24 часа горят. И пусть они на ступеньках нашего храма будут всю ночь гореть. И мы с вами на главной лестнице сфотографируемся. Давайте туда вот Так, все шариками готовы? Сейчас. Братья и сестры, хотелось бы сказать, что помощниками и благотворителями сегодня в этой акции выступили шведское представительство и женского филиала компания Reflame Cosmetics, которые тоже пожертвовали часть своих средств, чтобы эта акция прошла благополучно. Но сейчас завершение. Батюшка, объявите. Так, готовы, да? Все. Нас на 3-4 отпускаем. 3-4.